Это программа «Алатол Лайф», и мы сегодня говорим о новом законе об образовании. И у нас в гостях сегодня юрист общественного фонда KG Analytics Каликова Гульнара, независимый эксперт в образовании Алмаз Таджибай и ведущий специалист управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Министерства образования и науки Салтанат Мамбетова. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Салтанат Столбековна, мой первый вопрос сразу же к вам. Расскажите, пожалуйста, почему было решено поменять закон об образовании и какие изменения фундаментальные предлагаются? Ну, какие изменения они на поверхности, скажем так, да, явные? Да, вы знаете, во исполнении указа президента Кыргызской республики о проведении инвентаризации законодательства была проведена очень большая работа, связанная с инвентаризацией законодательства именно в сфере образования. Была создана очень большая рабочая группа, которая на протяжении продолжительного времени проводила работу по новой редакции закона об образовании. В этот закон включены 5 действующих законов. Это в части дошкольного образования, в части профессионального образования, закон о статусе учителя. При разработке этого закона, с учетом, скажем, потребностей, да, на сегодняшний день, в выпуске конкурентоспособной молодежи, при потребности выхода нашей молодежи и вообще международное образовательное пространство, рассматривались очень многие вопросы, и здесь мне хотелось бы подчеркнуть роль гражданского сектора. Вот здесь вот есть наши представители, наши партнеры, совместно с которыми мы сейчас работаем над тем, чтобы модернизировать, улучшить и в первую очередь рассматриваем вопросы, направленные на повышение качества образования. Думаем, что этот закон будет, конечно, немного отличаться от той действующего закона, который сейчас у нас действует. И, наверное, будет уже новшество, которое у нас сейчас еще находится на стадии обсуждения. Хотелось бы отметить, что на уровне заместителей министров образования были осуществлены выезды в регионы, где проходила встреча как с гражданским сектором, так и с педагогической общественностью, тоже были выслушаны пожелания с теми людьми, которые непосредственно работают в школах, в детских садах, в высших учебных заведениях. На сегодняшний день система образования у нас таким образом, выглядит, да, как будто бы, что образование, оно лишь бы было. То есть, начиная с детского сада, заканчивая высшим учебным заведением, мы отдаем своих детей в школу, очень часто, к сожалению, по инерции, и хорошо, что сейчас достаточно много родителей таких, достаточно прогрессивных, которые очень пристальное внимание уделяют образованию своих детей, но преимущественно все равно это остается вот таким, что нужно обязательно закончить школу, чтобы как минимум научиться считать и писать, и дальше уже, как повезет, в какой вуз и все остальное. Способны ли изменения в законодательстве, которые предлагаются, в корне поменять эту структуру, чтобы, как вы сказали, наши молодые люди были конкурентоспособными и с лучшим пониманием, наверное, того, чем они хотят заниматься в дальнейшем в жизни? Я думаю, на этот вопрос мы, наверное, совместно с экспертами ответим. Хотелось бы, отметить, что вы правильно сказали, сегодня родительская общественность, отдавая детей в тот же детский сад или в школу, она в первую очередь задумывается над тем, какой будет ребенок, когда закончит школу в первую очередь. Сможет ли он обладать действительно теми компетенциями, чтобы он мог поступить в высшее учебное заведение, приобрести необходимые компетенции, навыки для того, чтобы он уже смог себя реализовать на рынке труда. Конечно, сейчас те новшества, которые вводятся, отражают это все. В первую очередь хотелось бы отметить, что высшие учебные заведения они имеют академическую свободу. То есть есть утвержденный, допустим, базис, на основании которого, то есть каждый вуз он имеет право, в зависимости от выбранного направления, уже свои специфические предметы вводить. Новый закон, то есть не новый закон, а закон в новой редакции, он подразумевает, что некоторым высшим учебным заведениям будет придаваться особый статус, который позволит им и оптимизировать управление, оптимизировать финансирование и, скажем так, работать уже со своим
учебным планом. У нас сейчас вот рассматриваются вопросы введения оценки качества предоставляемых образовательных услуг и рассматриваются механизмы, каковы они будут. И здесь, конечно, вот очень высока роль гражданского сообщества и наших экспертов, когда они нам дают направления, связанные с тем, как повысить качество образования и каким образом это должно быть заложено в самом законе. Но прежде чем давать направления, наверное, необходимо определить фундаментальные проблемы, в чем заключается проблема существующей системы образования. И как вы думаете, наверное, вот Гульнара Акжоловна, начнем с вас, а потом Алмаз, вот тот же вопрос будет адресован к вам, да, если ваше мнение немножко расходится или наоборот расширите. Какие фундаментальные проблемы, на ваш взгляд, сегодня существуют в нашей системе образования? Ну, прежде всего я хочу отметить, что я не эксперт в сфере образования, я юрист, у меня, конечно, большой опыт практической работы, но тем не менее я не имею никакого отношения к образованию. Но я думаю, что очень важно, что прежде всего я гражданин этой страны, и, конечно, не только меня, а сейчас уже практически всю страну и всех граждан волнует и беспокоит такое катастрофическое, я бы сказала, состояние нашего образования. Вот я приведу несколько фактов. Например, у нас более 600 тысяч детей, они находятся в состоянии бедности, крайней бедности, и у них нет доступа к качественному образованию. Получается, что у нас, например, охват дошкольным образованием всего лишь 23%, это 197 тысяч детей, и где-то порядка 700 тысяч детей не получают дошкольного образования вообще. Вот. А сегодня мы знаем, что раннее развитие – это очень важный этап жизни ребенка, и без раннего развития уже очень низкий потенциал даже при продолжении образования в школе. И вы знаете, вот последние данные, то, что мы посмотрели, вот был опрос фонда Oasis, практически каждый второй ребенок, подросток, хочет не связывать свою судьбу с жизнью в Кыргызстане. Вот, и поэтому, ну, вы знаете, столько фактов говорит о том, что у нас вот состояние образования действительно в катастрофическом состоянии находится. Ну и здесь надо сказать, вот вы правильно, как Султана Салбековна отметила, год назад, больше года назад, да, где-то началась процедура вот, инвентаризации законодательства. 5 мая в прошлом году была принята новая конституция, и 5 мая президент Садыр Джапаров выступил с посланием, и в части образования он сказал о том, что образование должно отвечать потребностям экономики, современным требованиям, что финансирование должно быть изменено на ваучерную систему финансирования. В последующем, в октябре, была принята национальная программа развития до 2026 года, и в секторе, в главе, касающейся образования, было заложено очень много прогрессивных, хороших таких идей. В том числе, опять-таки, был сделан акцент на системных изменениях. Потому что если мы не будем делать системных изменений, то, конечно же, мы ни к чему не придем. Ну, как говорится, там ямочный ремонт, да, он приведет к тому же, что мы останемся при том же. Вот. И в конце декабря вот, Министерство образования представило проект закона, проект нового закона об образовании. Вот. И, к сожалению, мы обнаружили, что этот проект, к сожалению, не соответствует, как-то нету никакого соответствия между политическими заявлениями нашего руководства страны. И мы даже задавали вопрос, да, Министерству образования, а вот что, в чем, почему то, что сказано руководством страны, не нашло отражения в проекте закона. Вот. Ну, первый ответ был такой, что мы просто объединили 5 законов и теперь из 5 сделали один закон. И это должна быть не новая редакция закона, это должен быть новый закон, который создает именно основу для системных изменений и для системного развития сектора образования. Вот, в апреле, да, мы обратились, вот уже у нас сейчас сложилась очень большая коалиция гражданского общества, куда входят и ассоциации, очень много ассоциаций из сектора образования, из различных организаций. И вот мы обратились к председателю Кабинета министров, мы попросили, чтобы была создана межведомственная рабочая группа,
И вот 14 апреля приказом министра образования была создана эта межведомственная рабочая группа в составе Министерства образования, Министерства финансов, Минздрава, ну и ряда других госорганов, и в том числе вошли депутаты Жогоргу Кенеша, и в том числе вошло гражданское общество. Вот недавно мы провели очень большую работу. Было создано 7 рабочих подгрупп по уровням образования, в том числе еще одна подгруппа по вопросам финансирования, да, с участием. Много раз собирались, обсуждали, поступило очень много предложений. Вот, и мы 15 мая, вот на днях, мы представили наши все предложения Министерству образования. Вот, ну, могу сказать, что у нас, конечно, есть разногласия, да, довольно большие, да. Всегда в обсуждении. Ну, это же хорошо. Да, разногласия большие. Вот, но я думаю, что я очень надеюсь, что мы в конструктивном порядке мы это все урегулируем. Ну, может быть, чуть дальше я могу остановиться. Да, давайте послушаем ваше мнение. Ну, я хотел бы сказать, что наконец-то правительство за все эти годы начало как бы обращать внимание на образование, потому что образование существует остаточным принципом. Хотя там зарплата повышается, но я хотел бы сказать, что если в бюджете у нас в прошлом году где-то 28 миллиардов было, а вот, допустим, зарплата учителей без социального фонда это было 22 миллиарда. То есть 93% уходило на зарплату, и сейчас то же самое, хотя у нас свыше 30 миллиардов в этом году, да, бюджет повысился. Но при поддержке зарплаты, естественно, ничего не меняется. И вот то, что ученики, у нас проходит национальная оценка достижений учащихся по всем параметрам, мы не выполняем ту государственную программу образования, государственный стандарт образования, да, то есть мы не соответствуем. То, что мы сами написали, мы его, из разных, это много причин. Теперь, теперь, что касательно самого, да, то есть мы приветствуем, что произошла инвентаризация. Она проходила осенью 2020 года, много раз претерпевала изменения, разные варианты были. Допустим, даже вот в январском было одно, и как бы улучшается. Но в прошлом году до сих пор висит проект закона, она сейчас, вот это то, что мы рассматривали в апреле, это совсем другое. То есть даже непонятно, какую это делаем. Ну, будем отталкиваться от последнего. Что я хотел бы сказать? На самом деле этот закон, ничего прорывного, ничего реформистского здесь нету. Она поддерживает статус-кво. То есть как было система образования, она его закрепляется. Ничего там, кроме некоторых моментов там, положительных касательно там, инклюзии или касательно там, прав ребенка, соблюдения, да? Кроме, или может быть статус учителя, ничего таких замечательных вещей нету. То есть этот закон не позволит нам продвинуть экономики, раз заявлено. А мы знаем, что образованные люди, она продвигает экономику. Почему у нас худшее положение в экономике? Потому что нет образованных людей. В том-то и проблема. И мы хотим изменить. Да? И когда мы Центр анализа государственной политики, мы много раз даем свои предложения, замечания, мы обнаружили в моменте антикоррупционных моментов более 35 нормы в данном законе, они коррупционные. То есть нужно демонтаж делать. Да? То есть мы понимаем, нужно такие делать дебюрократизацию и декоррупционизацию. Да? Допустим, это связано с лицензированием, излишними проверками, аккредитациями, аттестациями учителей школ. Да? Мы же, в принципе, и президент, и все же говорят, чтобы документов в школах не было. Но они до сих пор, учителя, на самом деле, чтобы пройти аккредитацию, они школы там готовят. Поэтому первый клубок нам хотелось бы упростить вопрос лицензирования или убрать его. В принципе, она противоречит какие-то законы. Да? Второе – это функциональное. Функции, компетенции. Мы хотели бы, чтобы Министерство образования разрабатывало только политику образования, но не реализовало. Потому что у нас сейчас Министерство
разрабатывать политику в области образования, там стандарты, ну, предметные стандарты. Второе, она сама его реализует. И третье, она сама же оценивает, к примеру. Да? Мы хотели бы, чтобы когда не должно быть один орган отвечать за все. И мы хотели бы, чтобы министерство облегчить, с другой стороны. Они думали бы о стратегии, как улучшить систему образования. А вот реализацию, согласно Конституции 2021 года и Закона о местной государственной администрации и местного самоуправления, сейчас переходит ответственность к районным местным администрациям и местной власти, да, местной власти. И согласно этому уже сейчас изменения происходят. Назначение, допустим, районных отделов образования – это прерогатива акима районного. И назначение школьных директоров тоже его по согласованию, то есть по министерство дает только свое предложение. Да? Поэтому ответственность раз вы взяли, и помните, президент Конституции говорил многократно, я буду отвечать, и государство будет отвечать, значит, нужно передать районным отделам образования. То есть самое, академическая свобода, то, что мы говорим, да, школы должны быть свободными, то есть вот, нужно передать местным властям. Второе, и рассмотреть финансирование метода. То есть мы хотели бы, чтобы Министерство образования не финансировало районный отдел образования, а потом в последующем школа, да, а Минфин финансировала бы напрямую районный отдел, а потом таким образом мы меняем. Да. И здесь мы предлагаем, очень самое важное, ваучерную систему, механизм, инструмент, как чтобы за ваучерами, это говорится, что за каждым ребенком у нас, мы уже наполовину пришли, 2006 года, которые реформы идут в области образования, нормативное финансирование, где на каждого ребенка там, в год где-то в среднем 20 тысяч, а особые нуждающие дети, у них 30 тысяч в год бюджет заложен, чтобы эти деньги уходили за ребенком в школу, в которую он идет. Мы исключаем малокомплексные, здесь вопросов не будет, или труднодоступные. Здесь мы касательно, чтобы перешли мы к рыночным механизмам, отношениям всех уровнях образования. Во всех уровнях образования должна вот дебюрократизация, против коррупции. Мы должны новые методы финансирования, рыночные методы борьбы, конкуренция, допустим, повышение квалификации, да, это тоже должно быть, учитель должен решать, куда мне пойти, или школа должна быть. Да? Ученики, родители, мы должны, какую школу мы отдадим, частную, но пусть идет деньги туда, в частную, потому что частная какую-то часть государственных заказов, да, они выполняют. А у нас дискриминационные. Кстати, в Кабинет министров положение в законе, да, Конституции закреплено, что правительство обеспечивает равенство между собственниками, да? То есть, а у нас в этом законе или вот в новом законопроекте все равно дискриминация. То есть для частных отдельная политика, для государственных отдельная, и еще внутри государства существует вот эта коррупционная система. Да? И поэтому мы хотели бы вот против коррупции, дебюрократизация, ваучерные новые системы, механизмы, рыночные отношения, и вот ваучерная система финансирования и академическая свобода, не только академическая, вот, финансовая свобода, чтобы у директоров школ, у даже высшего учебного заведения было куда, чтобы они сами решали. Министерство, правительство не должно вмешиваться. Мы знаем много коррупционных ситуаций и даже назначениями, да, директоров сейчас школ и назначениями ректоров, да, которые у нас сейчас широко обсуждаются. Но при всем при этом, то, о чем вы говорите, не лишимся ли мы такой некой унификации программ образования по всей стране, если, например, в каждом айылном окмыту или в каждом районе получится вот такая система, когда местное самоуправление само определяет направление, или здесь за Министерством образования сохраняется контроль на вот академические программы? Да, но опять-таки я хоть и не эксперт в сфере образования, но меня этот вопрос очень интересовал. Мы изучили, мы разговаривали со специалистами из разных стран. Вы знаете, во многих странах есть государственные образовательные стандарты, да, которые на сегодня также разрабатываются Министерством образования.
образования, ну, Кыргызская академия образования, которая при Министерстве образования. Вот именно это то, что хочет видеть страна от своего человека. Да? Вот государственный образовательный стандарт закладываются те компетенции, которые ожидает страна от наших детей. Да? Да, но вот мы сравнили наш государственный образовательный стандарт с эстонским государственным образовательным стандартом. Вот что мы обнаружили? Оказывается, вообще есть, может быть, вы слышали, есть такие навыки 21 века, да, их где-то 7-8 навыков. Вот, к сожалению, в нашем государственном образовательном стандарте на сегодня прописано около 3 всего лишь таких навыков, ну, компетенций, да, если правильно говорить. Вот, например, в эстонском где-то 7 или 8 компетенций прописано. Он очень простой и понятный. У нас, к сожалению, очень такой размытый, он хотя мы перешли в 2014 году компетенции. Да, довольно сложный к пониманию. Вот, но теперь дальше очень интересно происходит. Дело в том, что есть у нас государственный образовательный стандарт, затем у нас есть предметные стандарты, опять-таки, которые разрабатываются в рамках КАО, Кыргызской академии образования. Затем есть у нас базисный учебный план, который прописывает количество часов, которые должны быть обучаться. Затем есть учебники, авторов которых выбирает опять-таки Министерство образования. Потом Министерство образования, как я понимаю, забирает, да, права авторов этих учебников, и Министерство образования само издает эти учебники. Учебников не хватает, да, в нашей стране, это мы все знаем. Вот. Ну и затем есть методологические, да, которые методологически тоже прописываются. То есть, в принципе, прописывается все. То есть, как учитель должен учить, стандарт, учебники, количество часов, методология, все прописывается. Вот. И при этом у нас очень низкие показатели конечные. Да? Вот мы были очень удивлены, когда услышали, что в Эстонии тоже есть государственный образовательный стандарт. Вот, он, конечно, он намного меньше, он в 3 раза меньше, чем наш, но четко прописанный. Вот, и все. И вы знаете, и дальше школы самостоятельно разрабатывают свои стандарты, основываясь на этом государственном образовательном стандарте. То есть их задача учителей, которые лучше всего знают своих учеников, потому что кроме учителя никто лучше не знает своего ученика. И задача учителя и задача школы добиться достижения этих компетенций. И плюс к этому есть система оценки качество достижений учащихся. Эта система очень хорошо работает, она оцифрованная, в ней может участвовать любая школа, каждый родитель. Это не так, что вся страна проходит, да, эту систему оценки. Вот, практически, вот эта система, что она дает? Вот как раз то, что вы сказали об академической свободе, действительно, очень высокий уровень академической свободы, то есть у учителей есть право, да, знать, как обучать ученика, но в то же время достигаются очень высокие результаты. Ну вот, может быть, предыдущие выступающие говорили, что сегодня Эстония вышла на 5-е место в мире, на 5-е, перегнала уже Финляндию даже, понимаете, и вот есть чему поучиться. Я просто добавлю, у нас система бюрократизирована. Допустим, у нас есть госстандарт, который очень сложно, и его нужно тоже, естественно, законом менять надо. А потом существует программа, да, предметная программа. У нас позволяет свободе академической, то есть авторские программы писать, но нужно его подтверждение Министерства образования, что она соответствует госстандартам, предметным стандартам. То есть она не позволяет ниже, она позволяет выше. И поэтому у нас дети не хотят учиться в школе, только 10% школьников, она осваивает программу, которая очень ужесточенная программа. Если ты остал, неделю не походил и не знаешь формулу, все, и люди отстают от программы, которая существует. И поэтому нам нужно пересмотреть государственный стандарт и сделать его очень простым, понятным, дать свободу, чтобы быть минимальный уровень дать предметных стандартов, которые наш академик, уважаемый, не зная возрастной психологии детей, да, они его усложнили слишком. А в жизни, вот если даже вас, вы не вспомните какие-то уравнения, которые вы учили. Конечно, да. А зачем?
То есть это пусть минимальный дадут для всех школ, тогда мы успеваемость будет хорошая. То есть время будет тратиться, чтобы ребенок основной читал, писал, понимал текст, да, и кто-то хочет дальше совершенно, дали возможности. И вот в этом направлении нужно дать учителю свободу, чтобы учитель сам мог писать программу, сам за ее отвечать, и плюс соответствие госстандарта, да, который несложное, да, и плюс сам выбирал учебники. Вот этого мы хотим. Но у нас сейчас учителя привыкли, то есть они по указке работают, что прикажут, что и делать, они боятся. У нас и сами учителя не творческие, а раз учителя не творческие, и дети тоже не творческие. То есть мы как бы тоталитарную систему подчинения, вот у нас вот это и есть. И поэтому у нас... Может, тогда добавлю немножко, все-таки мне сказать, да? У нас просто не так много времени остается. Давайте вот Салтан Столбековне дадим тоже вы, слово наверное, возразить, сами, потому что... почувствовали, да, как атмосфера накаляется. Я думаю, что и зрителям тоже почувствовали, насколько эта тема, которая интересна для всех. Есть вот у нас как бы эти жаркие дискуссии, дебаты продолжаются и по сегодняшний день. Все замечания, конечно, мы воспринимаем очень критичные, готовы к сотрудничеству, но немножко уклонились, да, я понимаю, что это наболевшая тема, уклонились. Государственный образовательный стандарт, он утверждается подзаконными актами, в самом законодательстве, в самом законе об образовании прописываются, скажем так, концептуальные нормы. Конечно, в первую очередь мы должны говорить о том, какая у нас будет завтра молодежь, когда получит образование. И вот как Гульнара им подчеркнула, есть часть детей, которые, да, хотят получить образование за рубежом, потом хотят вернуться, скажем так, провести какие-то реформы, да, то есть работать на благо страны. Но есть у нас и категория детей, которые, к сожалению, да, возможно по своему желанию, они остаются здесь и хотят получать уже здесь достойное образование, качественное образование. Конечно, в законе об образовании мы не можем все прописать, но фундаментально какие-то нормы есть. В первую очередь, вот я присоединяюсь к вашему мнению о том, что, конечно, должен быть контроль. В любом случае, государственный контроль над тем, что происходит вообще в образовательных организациях в части выполнения государственного образовательного стандарта, в части выполнения той же учебной нагрузки, оно должно быть. Ваше мнение, конечно, Алмаз Таджибаева, вы уже столько лет работаете в системе образования, мы его рассматриваем, учитываем, но я думаю, что, наверное, мы должны к этому идти постепенно. То есть сейчас, приняв какое-то законодательство, вот прям вот так вот, скажем так, нарушить те устои или что-то внедрить, как вы говорите, это должно быть взаимосвязано. Для того, чтобы готовить конкурентоспособную молодежь, нам в первую очередь должны быть такие же и учителя. Вы знаете, да, сейчас мы повысили... Вот, да, все же да, упирается вот в да, это. в подготовку Не всегда кадров. же в госстандарт, а в Да. самих преподавателей, потому что, ну, вот, например, если говорить о моем сыне, да, он учился в государственной школе, и там у нас, вы удивитесь, но у нас возникла проблема с учителем рисования. Не с учителем, там, не знаю, математики или каких-то вот предметных, точных наук, да, а искусство, оно же по большому счету субъективное, и как его оценивать, тоже большой вопрос. А почему-то вот учительница рисования, очень взрослая, уважаемая преподавательница, она решила, что вот нужно рисовать именно так, и у нас из-за этого буквально был скандал в школе, то есть из-за рисования в начальных классах, в первом классе. И после этого я был вынужден перевести, например, своего ребенка в частную школу, где более такой свободный подход к образованию и более человечный, наверное, если правильно это будет, этот термин использовать. И я думаю, что вот то, о чем мы все здесь говорим, оно имеет право, право на существование, потому что так или иначе мир меняется, подход меняется, и если вспоминать, например, советскую систему образования, да, где нас просто заставляли учить постулаты и прописные истины, и знание там того, что мы знаем столицу, там, не знаю, Гаити или Ботсваны, оно просто, чтобы где-то на викторинах вот козырнуть своими знаниями. А вопрос там критического мышления, вопрос адаптации к современному миру или способность даже учиться и какой-то гибкости не всех нас научили. Да, Кто-то, можно может, этому я скажу, научился, да. Это очень распространенный как сказать, не вопрос, а даже многие так говорят, спрашивают, да, а было ли хорошим советское образование? Вот многие говорят, было же хорошим оно. И действительно, я могу сказать, я училась, да, в Советском Союзе, там, в школе и в университете.
Вот, и я могу сказать, что да, оно было хорошим, но оно было хорошим для своего времени. Время было другое, да, и многие, кто вырос в Советском Союзе, очень хорошо помнят, что когда мы учились в школах, потом мы шли в университеты там, или в техникумы, мы все потом получали работу. У нас было распределение. Нас распределяли, ни один человек не оставался. Вот даже была статья в Уголовном кодексе за тунеядство. Попробуй только не работать. Вот сегодня, но мы жили при плановой экономике, там все было распланировано за всех, на всю жизнь. Вот. Что сегодня? Мы сегодня живем в рыночной экономике. И сегодня, когда молодые люди заканчивают школу, там потом идут в университеты, куда они выходят? Они выходят в открытый рынок. Распределения нет. И вот здесь нужно найти себе место. И это очень тяжело, потому что действительно вот здесь тогда уже работодатели смотрят, а какие компетенции у ребенка, да, вообще у студента, может ли он работать, потому что там уже тогда возникает не столько там профессиональные там или какие-то, да, и там уже поэтому, если раньше нас учили заучивать и повторять, то это было понятно, потому что мы потом выходили и шли на заводы, фабрики, в колхозы, совхозы. А сегодня нас опять-таки все еще, кстати, у нас еще все еще советская система образования. То есть нас еще до сих пор учат запоминать, заучивать. Мы да, выходим, а мир-то другой, да. мир другой, и нам нужно найти свое место. И вот в этом Буквально 2 слова, Да, у нас да. очень мало времени Да, осталось. мне бы хотелось бы отметить, что в новой редакции закона, вот, говоря об том, что у нас должна быть конкурентоспособная молодежь, мы вводим профильное образование в общеобразовательных школах и рассматриваем вопросы дуального обучения, это и обучение на рабочем месте. То есть ребенок может получать образование дополнительное, уже находясь в школе или в учреждениях профессионального образования. Вот. Спасибо вам большое. К сожалению, на время, отведенное нам, закончилось. Я думаю, мы постараемся еще раз вот в похожем составе встретиться и обсудить, поговорить об образовании, потому что тема очень актуальная, очень важная и нужная. И я думаю, вот экспертные сообщества, Министерство образования, представители государства придут к консенсусу, учитывая мнение всех сторон. Спасибо вам еще раз. Я напоминаю, что мы говорили о новом законе об образовании с юристом общественного фонда KG Analytics Каликовой Гульнарой, независимым экспертом в сфере образования Алмазом Таджибаем и ведущим специалистом управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Министерства образования и науки Салтанат Мамбетова. Это была программа «Алатау Лайв». Наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами.